Что значит бедные мысли категориями толпы? Знаете, вся мода, вот это все, вот это, если посмотрите, вот это все, то, что происходит на современном мире, она адаптирован и ориентирован на мышление толпы. Что это такое? Если вы внимательно посмотрите, вся вот это то, что происходит вокруг нас, вот это, она ориентирована на мышление толпы. Толпа. Это мода, это все менталитете и так далее. Это мышление толпа. Толпа сам по себе, вот внимание обратите, толпа никогда успешной не бывает. Есть среди толпы единицы, которые успешны. Кто пойдет путем, как толпа, он никогда не добьется успеха. Потому что это невозможно. Это нереально. Правую руку поднимем, повторим за мной. Если мы будем делать то, что делают все, мы получим те результаты, которые имеют все. Если мы будем делать то, что делают все, это золотая страница, мы получим те результаты, которые имеют все. Все богаты не бывают, все счастливы не бывают, все умные не бывают. Чаще всего толпа бедная. Чаще всего толпа – это что? Нуждающие. Значит, толпа сидит возле телевизора, ты не садись. Толпа часто ходит по свадьбам, а ты не ходи. Толпа часто ходит по базарам, а ты не ходи. Ты будешь процветать. Мой наставник однажды мне говорил такую фразу. Он сказал, что, знаешь, сынок, вот есть дорога, внимание, есть дорога, где все толпа народ идут, а ты не иди по него. Создай свою дорогу. Пусть она маленькая, но свою тропинку, сделай его. И я сидел, думал, классно. Давайте посмотрим все миллионеры и миллиардеры в этом мире. Они создали свою дорогу сами. Стив Джобс создал Apple свою дорожку. Да? Посмотрите, основатель WhatsApp. Как его звали, уже имя забыл. Нет, WhatsApp. Этот Ян Кум, да, по-моему? Да. И вот он создал свое направление, свою дорогу. Давайте посмотрим, или это Facebook, Супергер. И давайте любого этих богатых людей, посмотрите, они создали свою дорогу. Большинство из них вот так и сделали. Просто создай свою дорогу. Вы знаете, вот пусть маленькая, но она должна быть твоя. И ты процветаешь. И это здорово. Поэтому бедные люди мыслят категориями толпа. То есть как? Они делают то, что делают другие. Они копируют то, что делают другие. Они мечтают жить как все. Или основная приоритет для них не жить хуже других. Что скажут другие, и как скажут другие, не быть хуже других. Вот в таком духе. Что делают богатые люди? Богатые мыслят категориями индивидуальности. Богатые мыслят категориями что? Индивидуальности. Что означает, что богатые мыслят категориями индивидуальности? Это означает, что надо найти свою именно сильную сторону. Надо найти свою индивидуальность. В чем ты силен, в чем ты особенный. Что есть у тебя то, что у других нету. Что могут тебе помочь быть индивидуальным? Знаете, у всех людей есть индивидуальность. Я этому верю. У всех людей есть индивидуальность. Нужно эту индивидуальность находить. Например, я хороший тренер. Мне надо просто продолжать обучать и так далее. Наверное, от меня плохой бухгалтер получился бы, или плохой администратор, или плохой, не знаю, водитель, или плохой механик. Я вообще понятия не имею, и не люблю вот эти машины, залезет там и так далее. А есть люди, которые оргазм получают от того, что эти гайки как крутят. Согласны? А мне надо сидеть свой... Каждого человека такой, правильно? Вот это ваша индивидуальность. Другими словами, я хочу сказать, когда человек найдет свою индивидуальность, он однозначно процветает. Всегда. Люди процветают, когда найдут свою индивидуальность. Значит, получается, что проблема не потому, что жизнь сложная. Проблема в том, что люди не могут найти себя. Не могут найти свою индивидуальность. А чтобы найти свою индивидуальность, надо найти наставника и надо тренироваться разную свою сильную сторону. Пока ты не найдешь, в чем ты силен. Но если ты не попробуешь, ты не поймешь, в чем ты силен. Правильно? Откуда ты можешь узнавать, если ты ни разу не попробовал? Это же надо попробовать, чтобы узнавать.
Сложно людям найти себя, найти свою сильную сторону. Основная проблема людей в этом. А если ты не нашел, лучше найди наставника, лучше найди людей, которые в этом могут тебе помочь. И попробовать надо. Конечно, человек попробовать там, потихонечку найдет себя. Если не попробует, он не найдет. Это правда. Надо действительно так и делать. Наверняка это нормально. Наверное, это нормально. Возможно, что другие дороги есть, но пока из того, то, что я вижу, которые много людей к этому подошли. Но как ты нашел какой-то-нибудь хотя бы какое-то интуитивное чувство, что это мое, ты его должен развивать. Я на 1000000% уверен, что каждый из вас нашел свое, но вы очень легко прыгаете оттуда. Я уверен, я на 1000000% уверен, что вы однозначно, возможно, что вы нашли свое, но вы оттуда опять прыгали, поскольку привычка уже имеете, менять вид деятельности, искать там. Человеку всегда кажется, что где-то есть рядом что-то-нибудь более выгодное, надо этим заниматься. Всегда человеку кажется, что что-то более выгодное есть. Надо это добавить, вот это надо еще делать, вот это надо делать. Человек постоянно прыгает с одного, другой, прыгает, другой. Поэтому далеко не пойдет. Как вы думаете, Алла Пугачева могла бы стать такая выдающаяся певица, если она 5 лет занималась бы, стала бы певица, потом 2 года учительница, потом 3 года, и там, не знаю, еще там актером, потом еще 5 лет еще там сценаристом, потом еще кем-то-нибудь другим, строительным еще работала бы. Она стала бы выдающаяся певица? Нет. Секрет вот в чем. Секрет в том, что ты, если чуть-чуть понял, что это у тебя получается, вот, да тебе не надо, что я тебя полюбил. Я часто встречаю, что люди любят то, что у них не получается. А то, что у них сильная сторона и легко дается, они говорят, ну что-то у меня нету вдохновения, что-то. Но им легко у них это получилось бы. Но они это не делают. А на самом деле это их сильная сторона. Странно просто, не понимаю иногда. Действительно так. Часто встречаю так. Люди, то, что у них хорошо получается, они это не делают. Они делают то, что им не очень получается, потом мучаются. Они говорят, а ты займись этим? Он говорит, ну, да. Ребята, не обязательно, что ты это полюбил. Этого не обязательно. Ты должен просто это развивать, из этого сделать шедевр. Потом поймешь. Потом любовь появится. Это правда. Потом еще какое удовольствие появится, еще как. Вот так. Поэтому найдите свою индивидуальность. Как можно это найти? Я буду очень 2-3 совета дам, которые очень сильно поможет вам. Как это найти? Когда сегодня пойдете домой, составьте список, вообще чем вы занимались до сегодняшнего дня в жизни. Что вы делали до сегодняшнего дня в жизни? Например, не знаю, где-то работали на зарплату, не знаю, бухгалтером, инженером, не знаю, педагогом, или кем-то же вы работали где-то, технологом. Напишите. Может быть, возможно, бизнесом занимались. В бизнесе тоже есть внутри много сфер. Что в этом бизнесе, что у вас хорошо получилось? Может быть, у вас хорошо переговоры получатся. Может быть, у вас хорошо получается только заниматься, может, продажей. Может быть, у вас хорошо получается только административным делом управлять. Может быть, у вас хорошо получается бумажные дела, но продажи для вас просто кошмар. Есть люди, которые очень хорошо бумажные дела делают, но если ему сказать, что пойди одним клиентам разговаривать, у него заикание начинается. Понимаете, да? Может быть, ты занимался бизнесом, но что из этого бизнеса тебе хорошо получается? Найди свою сильную сторону. Она обязательно видна. А теперь, почему у тебя не получается сейчас? Дело в том, что ты все смешиваешь. Я уверен, ты просто все смешиваешь. Поэтому не получается.